أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب. Порой случается так. Живешь своей жизнью, не замечая ничего вокруг. Ведешь привычный для себя и для общества, которое тебя окружает, образ жизни. Но тут водоворот повседневной жизни врывается как ураган, неожиданно, накрывая как цунами нечто новое. Оно подчиняет разум человека и покоряет его сердце. Это чувство по силе своей, несравнимое ни с чем другим. Вера, она молниеносно врывается в нашу жизнь и полностью меняет ее. Вера – это великая милость от Аллаха, подарок, которого достойны не все. Многие умы человечества в сознательном возрасте приняли ислам, находя в нем истину и успокоение. Решения эти были взвешенными и обдуманными. Ищущих праведную жизнь и истинный путь Аллах возвращал в свою религию. Стоит вспомнить многих известных людей, которые вовремя взглянули на свою жизнь и осознали, что путь к довольству Бога всего лишь один и называется ислам. Чудесное возвращение к религии единого Бога совершили Дмитрий и Оксана, по воле Всевышнего Аллаха, недавно став мусульманами. Милосердный Творец одарил их своей милостью, но никто не расскажет их истории лучше, чем они сами. Однажды я стал понимать, стал чувствовать, что православный крест, который ношу, мне становится все тяжелее и тяжелее. Каждый вечер я снимал цепь с крестом, клал на тумбочку прикроватную, каждое утро надевал эту цепь. И как-то в последнее время, это уже было, собственно, в марте месяце этого года, делал это все неохотнее. Однажды в марте же месяце 2013 года я проснулся с абсолютным сознанием того, что моя религия ислам, что мне необходимо идти к Аллаху. В этот день у меня перевернулось в голове все, и я не стал надевать крест впервые. Мне расхотелось его надевать. Почему-то мне на душе стало так легко, так хорошо. Я с этим чувством ходил достаточно долгое время. Пытался понять, что происходит, а затем поделился этой мыслью с супругой. И сильно удивился, когда она мне сказала, что, оказывается, месяц назад она видела сон. Она видела сон, в котором видела себя в мечети. Причем она видела себя в правильном месте, на балконе, значит, для женщины. И долго, все это время, месяц она ходила, носила себе эту мысль, боялась мне сказать, не знала, какая будет моя реакция. Уже готовилась к тому, чтобы мне сказать, со мной это обсудить, даже говорил с Ибрагимом по этому поводу через Facebook. И когда я сказал ей о своем ощущении, о том, что ко мне пришло понимание, что необходимо принять ислам, она этому искренне обрадовалась. И сказала, что хотела бы поговорить со мной о том же. То есть мы пришли к одному мнению. И с тех пор мы стали жить в понимании того, что это наш путь. С тех пор у нас появился дистанционный наставник Ибрагим, который, в общем-то, мы считаем, что он является существенной причиной нашего выбора. То есть выбор сделан самостоятельно, естественно, да, но он является неким таким дистанционным духовным наставником нашим на этом вот пути подготовки. Мы поняли, что хотим, чтобы это произошло здесь, в Назране. В этом месте сказали, мы хотим произнести шахаду официально в Назране. Ну, мы произносили ее уже множество раз. Мы каждое утро сначала просыпались с ней, потом по мере увеличения своего познания мы стали читать Аль-Фатиху,
Причем, опять же, вне зависимости друг от друга. Когда вот мы днем говорим, а ты знаешь, я говорю, ты знаешь, я вот уже Аль-Фатиху знаю, каждый год читаю. Ты знаешь, я тоже про себя. Вот и, собственно, нам стало хорошо и легко жить. Вопрос такой, Дмитрий. Вот до того дня, когда вы поняли, что вы хотите стать мусульманином, вообще какое место религия в вашей жизни занимала? Несущественное, автоматическое, скажем так. Ну, я был крещен в достаточно молодом возрасте, православия. Ну, это были походы в православный храм, нечастые, бывало раз в месяц, бывало раз в 3 месяца. Это было обращение к Богу по мере необходимости. Это было несоблюдение поста, например, или несоблюдение определенных правил, поэтому несущественное. Но вот сейчас, знаете, как жаждущий ползет по пустыне, ему хочется, потом набирается воды, начинает ее пить. Поэтому мы с удовольствием, мы стараемся, чтобы не перегрузить себя, мы с удовольствием много читаем. Мы мучаем вопросами Ибрагима, потому что нам больше некому обращаться было. Задаем разнообразные вопросы. Мы пытаемся разобраться. Мы сначала попытались выучить то, как делать намаз самостоятельно, у нас не получилось, но мы приехали, нас Ибрагим построил и сказал, как надо делать. Ну, опять же, есть ошибки все равно, но мы стараемся, чтобы не было. Оксана, вашу историю можно? Да, в принципе, Дима все рассказала. Все началось со сна. Ну, снов, на самом деле, я очень много снов разных всегда видела. Вот, и сон был в мечети. Когда-то давно мне снился сон, когда я стояла перед окном, и это где-то было очень высоко, это было большое окно, и со мной был рядом человек, который меня подвел к окну, так вот его распахнул. Не было видно города, это было где-то очень высоко, было видно только облака, и так вот вдаль уходящая полоса, как вот такие арматуры торчали, и были завязаны ленточки. Ну, обычно так вот, я не знаю, правильно это или нет, ну вот где-то когда-то повелось, что на памятных местах ленточки повязывают. И вот много-много было таких лент, и мне сказали, вот смотри, вот здесь люди всех конфессий загадывают желания, здесь есть иудеи, есть буддисты, есть мусульмане, есть православные, католики. Ну, перечислили мы всех, сказали, ну вот, теперь, собственно, твоя очередь повязать ленту. Но я так и не повязала, то есть на тот момент, видимо, я еще была не готова к тому, чтобы определиться с конфессией. Тоже крестили меня в достаточно позднем возрасте, в 9 лет. Но при этом были чудеса при крещении, потому что девочек в православные храмы, в алтарь не вводят. Меня туда ввели и сказали, что я могу попросить у Господа того, чего хочу. И я, собственно, воспользовавшись случаем, как настоящий тогдашний ребенок-пионер, мне было 9 лет, я сказала, что я очень хочу всегда учиться. А вот буквально недавно это вот сон про мечеть был, потом был сон, что меня накрывает, все время снились сны, что меня накрывает цунами, и я не могла спастись, я все время переживала, вот как же люди, и вот как же выплыть. И в один прекрасный момент я всплываю во сне и иду по воде. И я понимаю, что это легко, это здорово, и надо всем объяснить и рассказать, что на самом деле то, чего мы боимся, это не есть опасность, это есть как бы от понимания, все это идет, и, в общем-то, когда приходит понимание, то становится легко и приятно. Ну вот, и когда приснился сон, кроме как с Ибрагимом, не с кем было поделиться, я поделилась, мне было очень интересно, потому что я не знала о том, что в мечети женщину
отведено специальное место. И когда я сказала, что я видела мечеть, то есть я видела людей, которые молились, то есть я видела их спину, то есть я была направлена в правильном направлении. Но я находилась наверху, и мне казалось, что это странно. Ибрагим сказал, да, место женщины как раз-таки на балконе. Я сказала, что я запомнила вот в мельчайших подробностях. Мечеть, она белая, она очень светлая. Я сказала, что там были шторы по бокам. Вот, Ибрагим тоже сказал, что такое бывает, что вот это нормально, это правильно. И я еще раз удивилась и сказала, надо же, я не могла об этом знать, собственно. Но в очередной раз убедилась, что это сон непростой. Вот, и когда мы поговорили, Ибрагим сказал, ну, наверное, тебе суждено принять ислам. Я как-то к этому отнеслась очень радостно, но в то же время несколько переживала по поводу того, что я все-таки мужняя жена, и я не смогу принять религию, принять какое-то такое решение, очень важное в жизни без него. И, конечно же, я ходила и думала, а как бы вот так вот все сложилось, чтобы мы по этому пути пошли вместе. И была очень обрадована, когда спустя короткий период времени Дмитрий ему сказал, что вот он хотел бы принять ислам. И тогда у меня такое облегчение. Я действительно искренне радовалась, и я подумала, ну надо же. Хвала Аллаху. Все сложилось наилучшим образом. Всегда говорили, ислам – это агрессивная религия, молодая, которая, когда я начала читать Коран, я поняла, что, во-первых, это не молодая религия, а во-вторых, совершенно не агрессивная. Звучит банально, но действительно, читая Коран, я очень быстро и очень доходчиво, очень просто стал получать ответы на те вопросы, которые у меня были до того, раньше. Это настолько объяснения, как я сегодня говорю, настолько простые и понятные, что я, собственно, удивлялся и как бы недоумевал, как же я не мог этого сам видеть, как же я не понимал этого, ведь вот же есть главная книга, где все написано. Ну, в общем, морально очень доволен, духовно очень доволен. Очень счастлива. Вот мы где-то, допустим, некоторые, да, я не скажу, что, опять же, все этнические мусульмане, но вот в большинстве своем, допустим, у нас в республике, начинают изучать религию как бы к возрасту 15 лет, кто-то раньше, кто-то немного позже. И прежде чем какие-то глобальные вопросы у нас возникнут о мироздании, о духовном составляющем, да, то есть мы уже какие-то определенные знания приобретаем и можем сами как бы отвечать себе на вопросы. Какой был вот у каждого из вас такой самый, скажем, такой серьезный вопрос, который вы нашли в исламе? Серьезных много. Серьезных много. Знаете, самый серьезный все-таки даже не вопрос, а ответ, который поставил все на свои места, в общем-то, заключается в шахаде. Никоим образом не ругая православие, тем не менее я все-таки не мог понять, что такое Святая Троица. А как так Святая Троица может являться неким единобожием? Ну не бывает. Вот мне объясняли, что это не три сути, это как бы одна суть, но разделенная на три. Но сколько разделить на три, это получается как бы 1/3 каждого, собственно, да? А когда я увидел простое, доступное объяснение, что нет Бога, кроме Аллаха, мне ничего не нужно больше было объяснять. Я понимаю, кого мне нужно бояться, кому мне нужно поклоняться, кому мне нужно быть благодарным за то, что есть я, моя семья, окружающий мир, вы, то есть есть все вокруг нас. И перед кем я стану в судный день, и тоже стало понятно. Собственно, вот главный вопрос, а кто является тем главным авторитетом в жизни каждого человека? Аллах. Алхамдулилlah, что Аллах дал вам это понятие, что Он привел вас к этому. Тогда
с вашего позволения, мы начнем, проведем шахада, сделаем дуа. Шахада, как вы сказали, если не ознакомили, суть ее вам ясна, но по-любому ее официальное озвучивание среди мусульман является тоже обязательной частью, чтобы мусульмане знали, что у них есть эти братья, что вы среди нас, чтобы не было недомолвок, недопонятий, да, были, они же не приняли, чтобы этого не было, официальная часть у нас должна присутствовать. Поэтому мы сейчас эту часть озвучим. Я, с вашего позволения, буду читать, и вы за мной будете повторять. Вместе, да, вместе каждое слово. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду, я свидетельствую, ан ла илаха, что нет Бога, достойного поклонения, иллаллах, кроме Всевышнего Аллаха. Ва ашхаду, я также свидетельствую, анна Мухаммадан, что Мухаммад, Расулуллах, его посланник. Делай, да. آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول В нашей современности большую роль распространения ислама играет также интернет. Наш брат Дмитрий и сестра Оксана получили большую поддержку от Ибрагима посредством социальных сетей. Именно такое использование ресурсов интернета приведет людей к довольству Аллаха, именно изучение и распространение истины. Да ниспошлет Аллах свою милость Оксане и Дмитрию. Мы просим Аллаха укрепить их стопы на своем пути, и да соберет Всевышний нас в райских садах.